Мысль очень интересная, не советую пропускать этот рилс. Так вот, человека редко пугает тот, кто изначально был выше него. С этим проще. Он заранее принял иерархию. Есть кто-то богаче, да, умнее, влиятельней. Но есть. Душа уже подписала капитуляцию и живет дальше. Гораздо тяжелее человек переносит рост того, кого уже однажды поставил ниже себя. Он привык видеть тебя определенным, да, менее умным, образованным, сильным, успешным. Отвел уже, да, для тебя место в своей голове. Причем желательно где-нибудь у плинтуса, чтобы не мешал обзору его величия. Так вот, и пока ты сидишь там смирно, он может быть прекрасным человеком. Он поддерживает, советует, хвалит, даже помогает. Ну так, Якобс монарх же с этой темой. Потому что, по сути, твой рост пока не угрожает его позиции, да, тоже. Он, наоборот, он еще и чувствует себя причиной твоего существования. Без него ты, видимо, заблудился бы где-нибудь там, знаешь, между кухней и коридором. Причем самое обидное, даже не благодаря ему на самом деле. То есть, смотрите, они кажутся очень добрыми ровно до того момента, пока считают тебя слабее себя. Любить слабого легко даже, особенно когда слабость другого подтверждает твою силу. Хоть и мнимый. Ему хорошо, потому что рядом с тобой он любит себя. На твоем фоне он умный, сильный, успешный. И пока ты не дергаешься, спектакль идет прекрасно. Он главный герой, а ты благодарная массовка. Так же бывает и такое, что они просто нормально переносят твои способности, пока о них никто не знает. То есть ты можешь быть умным, сильным, талантливым, но если это существует где-то тихо, в закрытой комнате, их все устраивает. Но потом вдруг ты начинаешь проявляться, не унижаешь его, не лезешь на его место, да, не кричишь, что лучше. Просто люди начинают замечать, что ты не такой простой, каким тебя удобно было считать. Что у тебя есть ум, характер, способности, возможно, даже влияние. Так вот, проблема начинается тогда, когда это начинают видеть другие. Потому что до этого он мог контролировать твое место в системе. Он объяснял тебя людям, определял твой вес. Внутри своей маленькой империи выдавал лицензии на чужую значимость. А потом толпа без его разрешения начинает тебя слушать. Кто-то хвалит, кто-то признает. Кто-то даже спрашивает твое мнение. И человек внезапно чувствует, что теряет не тебя, а монополию на оценку. Вот тогда и вылезает настоящее нутро. До этого он мог быть ласковым, называть тебя братом, признавать прилюдно твои скромные способности. Мог улыбаться, поддерживать. Но теперь каждое признание в твою сторону он переживает как маленькое ограбление собственного статуса. Хотя ты ничего у него не ограбил, и не забирал, и даже не пытался. И начинается тонкая игра. Долбанные политиканы. Если бы вы знали, какие они хитрожопые, скользкие и трусливые. Ну ладно, я знаю, что вы меня слышите, уроды. Так вот, такие люди редко атакуют прямо. Прямая атака выдает признание угрозы. В лицо они улыбаются, за спиной слегка подрезают. Где-то бросят фразу, где-то поставят под сомнение, где-то похвалят так, что после похвалы хочется вызвать адвоката. Он ведь не дурак. Он понимает, если открыто покажет зависть, сам себя разоблачит. Поэтому яд подается маленькими дозами. Желательно в бокале заботы. Люди все-таки любят выглядеть прилично, даже когда внутри у них, скажем, канализация. Так вот, он даже может сказать: я просто переживаю за него. Или главное, чтобы он не возгордился. Или вы его переоцениваете. Нет, он будет хвалить тебя, как я и говорил, но обязательно добавит маленький такой крючок. Да? Так, чтобы формально похвала была, а внутренне после нее остались сомнения. Например, он, конечно, умный, но, вот все, что до «но», можно было не говорить. Настоящая мысль всегда живет после него. И самое показательное, что такие люди особенно активны за спиной. Потому что в лицо нужно выдержать твою реакцию. А за спиной можно аккуратно редактировать чужое восприятие, не рискуя получить ответ. Это уже не просто зависть. Это борьба за право определять, кто ты такой. Именно поэтому человеку легче любить тебя, пока ты не стал видимым. Пока твоя сила существует без свидетелей, она не нарушает его внутреннюю иерархию. Но когда тебя признает мир, он должен либо расширить себя и признать твой рост, либо начать уменьшать тебя словами. И вот тут-то и проявляется настоящее, точнее проверяется благородство. Оно ведь не в том, да, способен ли человек помочь слабому, а в том, способен ли он искренне порадоваться, когда слабым тот больше не является. Ну или тупо перестал сидеть в тени. Потому что подать руку снизу вверх умеют многие. А вот не дернуть человека обратно вниз, когда он поднялся, это уже редкая порода. Даже, как считаете?